хочется, чтобы люди видели в нас не каких-то там националистов или там консерваторов. Если человек хочет танцевать, там, не знаю, гандаган, лезгинку или горский там, или еще что-то, он может просто собраться с друзьями и пойти и сделать вечер кавказских танцев. То есть, если я приезжаю в Цхинвал, я в Осетии, я дома. Вот это рвение к чему-то национальному, оно есть. Но его надо разбудить. Мы должны понять, что мы одно целое и нет ничего больше другого. Меня зовут Георгий Чеховив. В данный момент я все еще являюсь студентом-магистром исторического факультета, участник ансамбля народной песни Уассамонга. Параллельно еще работаю в Национальном музее. В период с 2013 по 2014 год я начал ходить на Каш-Тиджарта во Владикавказе тогда. Они и сейчас проходят, но вот тогда это такая более-менее ранняя стадия была. И вот я пришел, загорелся, мне понравилось. И как-то с того времени начал этим увлекаться, начал это изучать самостоятельно. Потом и с ребятами познакомился, которые уже не первый год были в этой теме. Это Таму Березов и Рости. Ребята из ансамбля Кона. Познакомился там же с ребятами, которые сейчас вместе со мной поют Уассамонга. И вот так влился в эту национальную, скажем так, тусовку. Можно это сказать в глобальном смысле, а можно в более узком. В более узком я могу сказать, это ребята, которые также поют такие астинские песни там, или занимаются фольклором. В более глобальном, тогда мы с вами тоже коллеги. Вы тоже занимаетесь тем же астинским творчеством, просто немного в другой сфере, мы немного в иной сфере. Но все мы делаем одно дело. То есть для меня астинская тусовка – это те ребята, которые так или иначе воздействуют на возрождение, не совсем подходящее слово, пропаганду национальной культуры. Поэтому у нас довольно-таки большое количество в последнее время, как я замечаю. Это круто. Хотелось бы, конечно, чтобы, вот эта астинская тусовка, будем называть ее так, она и расширялась, и, гармонично сочеталась с сегодняшним временем. Просто очень многие воспринимают ребят, которые увлекаются чем-то национальным, как-то скептически. Честно вам сказать, на Каште как-то попался нам человек, который думал, что мы там чуть ли не радикалы, там, националисты. И когда он пришел на Кашт, он пообщался с нами, он увидел, что мы делаем. После этого он регулярно стал сам ходить на Кашт, ему это понравилось. Мы его потом еще подкалывали теперь, то есть ты такой же радикал, как и мы. То есть хочется, чтобы люди видели в нас не каких-то там националистов или там консерваторов. Современные ребята, осетины, которым просто не безразлично все национальное, не безразлична их культура, и они как могут в меру своих возможностей пытаются ее пропагандировать в самом хорошем смысле этого слова. Уассамонга появился такой период с 15-го, начала 16-го года. Опять же, мы все познакомились на Каште. Объединяло нас то, что каждый из нас, кто-то напрямую, кто-то косвенно, был связан именно с астинской песней. Допустим, самый первый состав – это Георгий Бязаров, Фидар Битаров, Хадикова Алана и я. И допустим, Георгий Бязаров и Хадикова Алана, они еще учились в лицее искусств, они пели еще со школы Ольги Георгиевны Джанаевой. Фидар Битаров пел в школьном хоре, тоже астинские народные песни. Как мне говорили в детстве, я тоже пел, я не помню. Как-то не знаю, именно любовь к астинской песне нас, видимо, объединила. И сначала пели просто на Каште, там могли собраться, там на проспекте где-нибудь. Потом как-то нам это понравилось, и решили что-то сделать посерьезнее, скажем так, покруче.
Ну и, как вы заметили, у нас получилось. Наиболее такие серьезные мероприятия у нас проходили здесь, во Владикавказе, и вот мы 2 раза участвовали на международном конкурсе. Акапелла называется, московский фестиваль, он проходит весной. И первый раз, когда мы туда поехали, мы взяли приз зрительских симпатий. Ну, во второй раз нам уже так не подфартило, скажем. А так, ну, здесь, во Владикавказе, много концертов не было, ну, бывали такие серьезные выступления. В Москве было у нас выступление, концерт, мы выступали, я, если честно, точно не помню, как это называется, но осетинское общество, по-моему, Жилахар называется. Лариса Садикоева нам организовала концерт там, в Москве. Кашт еще появился в Осетии задолго до нас. Как я слышал от старших, вот идею возродить Кашт-Ишер, именно возродить, инициатором этой идеи был Олег Ходов. Ныне он является руководителем, кстати, он художественный руководитель и оркестра народных инструментов Иристон, он является художественным руководителем Уассамонга. И, насколько я знал, Кашт уже в Осетии проходит около 10 лет, просто вот был двухлетний перерыв. И вот в этом году мы его решили возобновить, немного в ином формате. Скажем так, он немного отличается от тех каштов, которые были года 3-4 назад. Ну, там свои какие-то тонкости, но в целом идея та же. Осетинские танцы, осетинские песни. И еще вот хочу один момент подчеркнуть. В этом году наши товарищи на юге Осетии, в Цхинвале, тоже начали проводить кашт, больше с уклоном на осетинское. Вот. Ну, правда, к сожалению, в силу некоторых обстоятельств у них не получилось сделать много каштов. 3 или 4 кашта у них было, но они прошли очень хорошо, очень успешно. И вот вообще хочу поделиться такой мыслью, что хотелось бы именно вот эту национальную, скажем так, движуху, если можно говорить так, больше развивать там, на юге. Потому что юг Осетии, в принципе, очень, как сказать, очень интересное место для развития именно культуры в национальном русле. Начнем с самого такого очевидного. Во-первых, к сожалению, если брать Цхинвал и Владикавказ, то городское население Владикавказа не владеет так хорошо осетинским языком. Чего не скажешь о Цхинвале. В Цхинвале, допустим, даже дети, школьники говорят на осетинском языке. И почему это важно? Допустим, тоже восприятие чего-то осетинского, тех же песен, тех же танцев, ими будет восприниматься немного по-другому. То есть, как сказать, их это быстрее зацепит, как мне кажется. Вот. И самое главное, что вот я то, что лично видел в Цхинвале, это есть в людях. Вот это вот иронзинат, если его можно так назвать, вот это рвение к чему-то национальному, оно есть. Но его надо разбудить. К сожалению, вот, опять же, мое субъективное мнение, мое субъективное наблюдение, вот именно вот этого национального там сейчас не хватает. Там очень много талантливой молодежи, очень, очень серьезный ресурс, но вот именно национальное там развито не так, как бы хотелось. И вот именно сейчас, лично у меня и у многих ребят, с которыми, скажем так, мы это все делаем, интерес именно на юг Осетии. Может, это не совсем кому-то понравится сейчас то, что я скажу, но до этого, когда приходили мы на кашт, некоторые девушки приходили в штанах. В штанах не очень красиво танцевать. Тот же Шим, тот же Хонга. Им приходилось приносить туда на кашт такие вот, типа фартуков.
И вот девушка могла в штанах прийти, надевает на себя фартук, или одевает, как правильнее, и начинает, ну и выходит в танец. В этом году нам удалось сделать так, что девушки уже целенаправленно приходили в своих юбках на кашт. Ну, по мне так это, ну не скажу, что прям достижение, но определенный такой прогресс. То есть девушка уже понимает, куда она идет. Она не просто мимо шла, решила зайти. Она уже понимает, куда она идет. Она уже одевается соответствующим образом. И парни тоже, кстати. Парни тоже приходят в рубашках. Ну, большая часть. Стараемся делать так, чтобы максимально были руки закрыты, но ноги тем более. Радует то, что уже про кашт, ну, как минимум половина города знает. Причем, что интересно, я иногда слышу про кашт от таких людей, которые, ну, далеки от всего этого. Но не знают, что вы там, по-моему, где-то на проспекте собираетесь, там, да, собираемся, но надо будет как-то прийти. Вот, ну, такие разговоры встречаются от таких людей, которые очень далеки от всего этого, но вот они это слышат. То есть, скажем так, кашт набирает сил. Хочется сделать так, чтобы, ну, одна из главных целей, чтобы такой же кашт проходил в селах. Нас уже, кстати, несколько раз районы к себе звали, но опять же, вот пандемия нам немного планы испортила. Хочется, чтобы этот кашт проходил в селах. Вот тоже один важный момент. В селах это больше похоже не на ирон кашт, а на кавказские какие-то танцы. То есть в селах это уже превращается там, допускаются не только осетинские танцы. Идея самого кашта, чтобы развивать осетинскую культуру. Здесь нет национализма, здесь нет какого-то вот табу, но это ирон кашт. Если человек хочет танцевать, там, не знаю, гандаган, лезгинку или горский там, или еще что-то, он может просто собраться с друзьями и пойти и сделать вечер кавказских танцев. Но если мы говорим именно за кашт, то это должно проходить так, как проходил и проходит кашт-ижер. То есть там должны звучать осетинские танцы, там должны звучать осетинские песни. То есть, ребята, мы вас понимаем, но эти 2 часа мы делаем так, как надо, так, как хотим мы. Если кому-то что-то не нравится, вы вправе делать свое мероприятие со своими правилами. И вот одна из целей, это, да, вот в села это как-то эту культуру привить, чтобы в селах это делали так, как надо. Ну и юг. Конечно, юг Осетии сейчас тоже хотим, именно чтобы в Цхинвале, допустим, тот же кашт-ижер набирал свои обороты, чтобы больше молодежи к этому привлекалось. С одной стороны, то, что мы не так сильно интегрированы на юг, у некоторой части населения складываются не очень хорошие стереотипы. Именно стереотипы и не очень хорошие представления. И за счет вот таких поездок мы уже начинаем понимать, в чем причина вот этих, ну, мы начинаем понимать то, что эти стереотипы на самом деле они не нужны. И они нас тормозят, они нас губят. Грубо говоря, вот эта вот дележка там, кударцы, дегурцы, она исчезает. Когда ты приезжаешь и ты видишь, как тебя встречают в Цхинвале, когда те же южанцы, очень часто они тоже к нам на кашт приезжают, и вот подобного рода культурные мероприятия, они просто-напросто после них ты уже не хочешь никакой дележки. К сожалению, у некоторых осетин вот это в голове засело. Их мало, этих осетин, но это есть. Но чтобы окончательно вот эту вот дележку из головы выбить, надо больше проводить таких мероприятий. Я вот, если можно, расскажу вот один пример. Это такая небольшая моя мечта. Вот от Цхинвала, скажем так, до Моздока, чтобы те люди, которые живут, ну, скажем, я сейчас говорю именно вот за осетин, чтобы они, как сказать, пришел, допустим, какой-то вот цхинвальский мужик, вот рабочий мужик, он пришел домой после трудового дня, он включает телевизор и видит там какие-то новости
на севере, чтобы он переживал за это, чтобы не было такого, что махам хушар, махушарак тош, махтош тут фалардыка, то чтобы этого не было. Чтобы вот было мы одно целое и все. И то же самое на севере. Мы должны понять, что мы одно целое и нет ничего больше другого. И вот, еще раз говорю, чем больше мы будем интегрироваться, север на юг, юг на север, тем больше вероятность того, что мы к этому придем. И как сказать, еще такой важный момент, я даже с Аликом Пухаевым тоже как-то об этом говорил, не важны границы на карте, важны границы здесь. Точнее, важно то, чтобы было отсутствие границ в голове. То есть, если я приезжаю в Цхинвал, я в Осетии, я дома. Я не уехал в другое государство. Пусть даже это юридически другое государство, но я в Осетии, я у себя дома. И я должен себя чувствовать дома. И то же самое наоборот. И вот я думаю, что идея Кашта, глобальная идея Кашта, это сделать так, чтобы каждый осетин так рассуждал, чтобы осетины к этому пришли. Чтобы вот ни малейшего сомнения ни у одного осетина не осталось по этому поводу. Вот очень приятно бывает, когда вот представители старшего поколения, они подходят, они благодарят, вот им бывает очень приятно все это видеть. Но один такой момент лично меня не то чтобы расстраивает, но в их глазах ты видишь, что вот для них это что-то вот редкость. Вот как так, оказывается, у нас такое есть. А хотелось бы, чтобы в их глазах не было удивления. Да, нам приятно, что они этому рады, что вот им это нравится, но я хочу, чтобы в их глазах это было обыденностью. Ну вот молодежь танцует, поет, ну нормально, так должно быть. А на них смотришь, и для них это редкость. Вот эта редкость, это из-за нехватки вот этого национального. Ну, в 21 веке, если честно, вот все вот эти процессы, связанные с тем, с чем-то традиционным, национальным, да, немного тяжеловато развивать, глобализация, интеграция, понятное дело, но легкой жизни не бывает, поэтому будем стараться, надо что-то делать. Если мы сейчас этого не сделаем, после нас уже некому это будет делать. Вот каждое поколение может сбрасывать нас на последующее поколение, да, они это сделают, они это сделают. Нет. Ну, мы, по крайней мере, мы, поколение, которое сегодня этим занимается, мы не имеем права так делать. Потому что мы реально сейчас очень трудно сказать, что будет завтра. Нестабильная какая-то у нас сегодня жизнь. Пока мы можем, пока мы здесь, пока у нас есть силы, это надо развивать. Нам. Не на кого-то сваливать этот груз ответственности, а именно нам самим это надо делать. Любите осетинскую культуру, любите осетинские песни, танцы, потому что по большому счету мы не такой большой народ, мы очень маленький народ. И не скажу, что единственное, что у нас есть, но вот одно из самых наших важных богатств – это наша культура. Ее надо развивать. Если мы потеряем культуру, мы потеряем себя. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый осетин помнил о том, кто он, откуда он и какое наследие ему оставили. И старался бы в дальнейшем быть достоин своих предков и вот этого богатого наследия.